Вот что не хватает. А в эфире что дают? Я такой, вот эти волосы, это, о этикете, о языке, о фольклоре, как наши предки жили. Ты, если не будешь знать, как наши предки жили в гармонии с природой, ты природу загубишь. Мы по 3-4 диплома имеем. Что мы делаем? Налево, направо. Мы загубили свой самшит. Тысячелетие самшит. Самшит вот столько растет в год. Загубили. А разве мы виноваты в этом? Виноваты мы. Они червячки? Значит, червячки, что мы сделали? Президент выступал, говорит, мы за это все. Червячки, когда строили Олимпиаду, Сочинскую Олимпиаду, чтобы сэкономить, какой-то дурак, чиновник сэкономит деньги, с Италии завезли саженцы зараженные. Год было нормально, на следующий год у них тоже все испортилось, сюда перешло. А мы что сделали? Значит, приобрели все, что необходимо, химикаты, чтобы лечить. Мы, абхазы, стыдно было держать зайти в лес, узбекам дали, и по улице прошли, закончилась вот эта вот жидкость ядовитая, отрапортовали, что мы полечили. В клуб-то надо было пойти. И вот так вот мы испортили. А люди, которые на Рытинское ущелье, многие, да, сохранили свой самшит. Вот так мы поступаем вот такими вещами. Но это уже прошло. За прошедшим днем, если мы будем цепляться, у нас не сможем мы этот завтрашний день. Мы с вами, с осетином, мы с вами что должны? Мы должны хладнокровно, да, узнать, что мы потеряли, что у нас осталось. Вот то, что осталось, надо внести в наших детях. Если мы это сделаем, мы с вами не зря прожили. В фольклоре у абхазства так вот многие так говорили. Когда говорили ты абхаз, он даже вот на ледяном воде стоял бы, он бы ничего не говорил. Он терпел. Вот это вот терпение друг к другу, уважение друг к другу нас сегодня спасет. Сразу после развала СССР что с нами случилось? И в России везде. Создали, копировали европейскую, западную систему государственную, да, многопартийная система. А национальное образование государства, особенно малое, это не спасет. Мы по сей день, да, после выборов брат на брата кидается, обижается. Если я на своего брата, у него другое мнение, если я буду обижаться за каких-то выборов, зачем мне эта система нужна? Значит, нам надо искать, чтобы сохранить себя, чтобы сохранить как этнос, как государственно, нам надо искать форму, государственную форму. Не просто так. А может обратиться семейные ценности, да? А там это семейные ценности не только однополые браки, а там куча взаимоотношений между невеста свекровым и другим. Все это надо вытащить, посмотреть и взять лучшее. Никто этим не занимается. Пришли власти, да? Каждый начинает думать о себе. Видимо, он говорил одно, думал другое, третье делал. Вот так мы идем. Самый важный проект – это молодежь. Мне не важно, вот мы с тобой взрослые, не важно взаимоотношения с тобой. Мы взрослые, мы поймем. А самое главное то, что мы это вложим в наших детей. Вот твой ребенок здесь бегает. Он должен дружить с моим ребенком, да, с внуком. И тогда они уже дальше продолжат переписывать. Если женится, будет информация, будет иметь, как, что там происходит. В этом есть наша миссия.
Я уехал, папа. Давай. Месяц. Молодой человек, Да. я вижу, Я вы записываю. Вы очень заняты, да. Но у нас очень много дел, нерешенных дел. 30 лет прошло, и мы не смогли один шаг сделать в сохранении национальных. Согласен. Если мы это сделаем, пока мы живы, да, тогда мы будем на коне. Славик, прежде чем делать, надо знать, что делать. Надо иметь программу действий. Она у нас выработана. Ну, я ему рассказывал, что мы делали, особенно после военного периода. 96-й, 7-й, 8-й, 3 года. Что вы делали? Мы делали творческие семинары. Это обычный советский лагерь. Мы собирали детей по всему Северному Кавказу. Это где, в Пицунде? Это в Пицунде. Но тогда были свободные наши санатории, с удовольствием давали, рабочие места создавали. А кто оплачивал все это? Я тебе скажу, у нас не было денег. Но мы во время войны, съемочная группа Апсура была, Да. мы со всеми начали дружить, и эти ребята, командиры и другие, они малым бизнесом начали заниматься. Кто картошкой, кто арбузом, кто чем. Это. Мы собирали продукты. Вот я посылал, есть Тахтамукайский район в Адыгее, да, они нам в 1 год прислали масло, мука, консервы. Вот. Ихние дети тоже участвовали. Отдыхали. В этом. Да. Мы что сделали? Чтобы пойти по не меньшему сопротивлению, да, денег не было. Мы собирали неделю. Дети и с нашими детьми. Дети знакомились. Потом мы собирали родителей. Любой родитель подружился с осетинским парнем, да, или с черкесским мальчиком. Мы отдавали домой, ночевали дома, кушали дома. Вечером привозили, вот родители привозили всех опять ребят, и мы устраивали вечера. Это какие годы? Это 96-й, 97-й, 98-й. У нас есть записи, сохранились эти записи, что мы делали. Группы у нас были, театральная группа, журналистская группа, группы были турпоходы, приглашали историков, Юра Грисович Аргун, бедный, несколько рассказывали детям, приглашали ансамбли, фольклорные ансамбли, детям рассказывали вот это инструмент, из чего сделано, как его звучит. Мы делали из этих детишек «А ну-ка, девушки». Конкурс «А ну-ка, девушки». Конкурс в чем заключался? Умеет ли мамалы говорить? Национальное осетинское блюдо может ребенок делать или нет? Между собой соревновались. И эти записи сохранили. Но никто не хочет этим. Появилось деньги, но люди не знают как. И не спрашивают, как нам быть. Вот это просто обидно. Была попытка осуществить. А этот проект необходим. Мы должны сделать все, чтобы найти объединяющие наши народы, малые наши народы, объединяющие, находить и привить к нашим детям вот эти вот фольклорные дела. Алан, я думаю, я не знаю, ты понимаешь меня, я это от души рассказываю. Я вижу, мы космическим скоростью мы теряем, а молодежь не виновата. Мы сами взрослые виноваты. Мы счастливые были, нам родители рассказывали, обучали. Это была большая школа. Я помню, вот отец нас 7 воспитал. Он приходил домой, он с женой садился, где он был на свадьбе, с кем он встречался, какой фамилии, в роду, если даже что-то есть.
А он это говорил, потому что родственники, мы не должны были жениться на близких родственников, фамилии родственников. Мы эту как школу мы прошли. Сейчас я взрослый, мне 64 года, но у меня времени нету, или я не знаю, что я не могу посадить семью и рассказывать вот эти вещи. Значит, этот институт выпил. Посмотрите, в воспитании что происходит? Мама наша, да, люльку качала в косинках. Она с этим младенцем, хотя вот покачал, она с ним разговаривала. Ребенок все равно слышит. Она на родном абхазском языке разговаривала. Она ему говорила какие-то рассказ о Фархатера, да, вот этот. Она ему это, видимо, через материнское молоко впитывалось вот это вот то, что это было. Еще у нас был институт тетя отца. У них тоже были такие же дети по возрасту. Мы туда ездили, нас возили, мы оставались неделями, месяцами у них. Понимаешь? И тогда вот это братское, двоюродное братское, вот это укреплялось все время. Мы этот институт тоже потеряли. Многое мы теряли. Много. Сейчас воспитание, видимо, и время тоже диктует, чтобы ребенок не хорошо покушал, не плакал. Мамы телефон дают. Это хорошо, что мультик ставит, да, или другой какой-то. Пока он отвлекается, рот открывает автоматически, накормит. Или не плачет, сидит ребенок, она чем-то своими делами занимается. Это не воспитание. Это мы, я не знаю, куда мы идем. Но от этого тоже отбрыкиваться не надо. Надо придумывать альтернативу, что можно делать. Мы теряем язык. На самом деле мы, находясь на своей родине, мы теряем язык, потому что мы сильно успокоились. За все это время успокоились. Сейчас вот посмотри, ковид уже 2-й год гуляет, да? Мы, абхазы, мужики, целуемся. Нам это показали, мы целуемся. Но мы ближе к адыгам, к черкесам. По-родственному целуются, близкие друзья и тому подобное. По-родственному мы целуемся, но иной раз после свадьбы такие засосанные мужики делают. Это очень стыдно, понимаешь? Нас не понимают, адыги не понимают, что вы делаете. И правильно делают, что не понимают. Сейчас пошел ковид. Врачи нам говорят, нельзя целоваться. Ты, как государственный муж, как государственный чиновник, идеологии запусти. Ребята, нам нельзя это делать. Ты этим самым убиваешь двух. А потом язык ты теряешь. А коронавирус что делает? Легкие. Вредят легкие. В первую очередь бациллы туда идут. Ты говорите на своем языке. У нас 62 буквы, гласные 56 и негласные. Когда все языки нашей природы у нас заложены. Шипучие, не понял, 62 или 64? 62, ну добавили сейчас последняя лингвистика. Почему? Нет. Я 62 было 62, когда мы учились. И ты говоришь, что говорите на своем языке. Все вот эти звуки идут через легкие. То есть терапия легких. Когда ты говоришь на абхазском, ты запусти это пациент. В свое время здесь малярия была. Целый институт придумал сажать, осушить эти болота эвкалипт. Эвкалипт употребляет влаги 128 литров в сутки. Но зима-то была суровая, тепло надо было, эвкалипты надо рубить. В народе пошла молва, эвкалипт, если будет гореть у тебя в доме, она как бы проклинает. Ишиот, хаус рыларты. Тем самым сохранили эвкалипт. Понимаешь? Надо
надо придумывать, чтобы себя, свой народ сохранить. И это, если мы имеем государство, да, и использовать народные мудрости. Не знаю. Обо всем, обо многом можно это говорить, но... Очередь это на одним монолог днем ничего не- Алана. А? Очередь Алана. Славик, очень такой трепетный вопрос, конечно же. Вот, малые нации, они всегда страдают, особенно в плане языка. И то, что сейчас вот в Абхазии, вот, то, что я вот вижу, пока на данный момент, я бы не сказал, что молодежь не интересуется. Я специально, несколько вот таких у меня жизненных случаев было, я проходил с ребятами, разговаривал, и как бы правильно вот четко подчеркнуть вот это, очень сильно наоборот они за язык держатся. Я был крайне удивлен, когда ребята вот сейчас, ну, молодежь где-то, наверное, 19, где-то 22 года. Я подошел и говорю, ребята, говорю, переведите мне, пожалуйста, я говорю, вот на абхазский вот так. И один, и второй перевели. Я, правда, не понял, конечно, может быть, четко, не четко, на литературном или там. Но то, что ребята действительно владеют своим языком, вот это меня... Это из тех, Нет кто в сомнений. Санкт-Петербурге живет? Нет, здесь. Здесь? Здесь вот Нет пока место. сомнений, конечно, конечно. Вот. Так что вот очень, как бы так, я бы не подчеркнул, что такая ситуация не совсем как бы плачевная. Я считаю, что ребята держатся за язык, и это очень радует. И самое интересное то, что действительно старшее поколение упущено. Это не только вот в Абхазии, это вообще вот и в Осетии, особенно в малых народах, как всего Северного Кавказа. Вот. И вот эти ключевые примеры, которые вот вы делали 97-8 год, вот и что года, вот это как раз очень сильно отдает именно Стас. Потому что малые нации очень хороший пример, что, допустим, дети, да, вот, и один день или 2 дня, допустим, кабардинцы живут у абхазов, абхазы, допустим, у осетин, осетины там у черкесов, да. Вот маленькие нации это настолько вот объединяет, укрепляет, что я думаю, что в перспективе это была бы правильная вот эта программа, которую можно было бы действительно вот взять на основе. По сей день эта программа работает. Вот сейчас Да. кабардинцы приезжают в Гудауты, да, у Руслана Адба, группой приезжает 15 числа. Вот поэтому я познакомил с ними. Это уже 96-го года, 97-го, этот проект. У Руслана Дбар? Да. Они там живут, взрослые живут в гостинице, а дети живут в семьях. Точно так же и наши абхазские дети едут в Кабарду. Вот такой же проект, по семьям живут. Я с ним бывал один раз, и это было очень приятно видеть, понимаешь? А почему бы со всеми народами так не сделать? А вы знаете результат такой поездки абхазских детей в Карачаево-Черкесию и размещения в абазинском ауле, в одном из абазинских селений? Вы знаете, абазинские родители стали смотреть, контролировать абхазских детей. А абхазские дети, что-то вот их не интересуют вопросы культуры, истории абазинской, языка, ничего, что-то они не спрашивают, скучно им. И все-таки они дождались первого вопроса со стороны абхазских детей. Как вы думаете, какой вопрос они задали? Кто у вас смотрящий? Ну, Давид, посмотри. Это ужас. Я когда услышал, вообще Вот ты историк, умереть хороший захотелось. историк, да? Ты связан со всеми северокавказскими народами. Почти больше твоей жизни там проходил. А чтобы вот такие вопросы, чтобы не задавались,
Здесь дома надо работать, прежде чем... С туда детьми поехать. надо было С детьми работать, надо правильно. было Надо работать. было отобрать таких Да, детей, да. которых можно было послать и не Конечно, позориться. Конечно. Вот. Но легче, знаешь, работать с коллективом, уже сложившимся, да, фольклорным коллективом, или танцы, или песни, народные песни, да. У нас очень хорошие песни. Вот тогда ты можешь, как пластилин, ты можешь воспитать, как ты хочешь, понимаешь? На чужбине это для них, если в Черкесске, да, это для них должно быть все интересно, начиная от еды. Если ребенок приехал сюда, кабардинец, осетин, неважно, он должен покушать мамалыгу, он должен босиком по траве походить, мячик поиграть, понимаешь? А вот тогда он получит полноценную. То, что мы кушаем, многие мы думаем, что это просто так вот это. Мы руками кушаем. Вот когда мамалыгу мы руками кушаем, да, мы вкладываем энергию, мы вкладываем то, что мы думаем, понимаешь? И это мы кладем в рот, и она идет в пище. И от этого многое зависит. Почему говорят мамы, да, когда вы пищу готовите для своих детей, чтобы думали о хорошем? Энергетик. Вот то, что мы сейчас с Аланом говорим, видимо, так Боженька захотел, мы сейчас на ветер не бросаем. Канал, видимо, открыто, и эта энергетика там находится. Все верно. И вернется, может, через несколько десятков лет, вот то, что мы говорим. Понимаешь? Вот в Абхазии, да, в абхазском застолье никогда не говорили о плохом. Наоборот, авансом говорили вот тосты, Да, вот это авансом, потому что знали, что Шекала Шерхион. Никогда не говорили о тряпках, не о машинах, как приобрести, как что делать, никогда не говорили. Все время было о духовном воспитании. А мы, молодые, да, стояли, смотрели, мы не садились с ними, за ними, вот за одним столом. Мы стояли, смотрели, слушали. Этот инсульт тоже выпал. Вот теперь вот надо проанализировать. Здесь должен быть подход, научный подход. Не так, чтобы Славик захотел или Алан захотел. Здесь программа, вот с Давидом любые действия, программа должна быть, а научный подход должен. И к языку, к обрядам, ко всем вот этим. Все верно. Тогда будет обосновано. Вот такие вот дела.